Боксер Мурат Гасиев защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF, отправив своего более опытного и именитого оппонента, американца Феликса Кора-младшего, в технический нокаут. Это случилось в 9-м раунде. Бой получился зрелищным, соперник показал себя стойким и умным бойцом, но наш земляк оказался сильнее. Мурат готовился к бою около 5 месяцев. Сейчас его ждет неделя отдыха, а после спортсмен вновь приступит к упорным тренировкам, чтобы не потерять форму. На счету нашего боксера 21 бой, из них 15 побед нокаутом и ни одного поражения. Очень доволен. Выиграл. Это была моя первая защита титула, которую я завоевал здесь дома. Соперник был очень сильный. В 9-м раунде удалось остановить его. Во Владикавказе отметили Национальный день донора. Сотрудники МВД Республики и администрации Владикавказа ранним утром посетили станцию переливания крови. Благодаря их инициативе банк крови пополнился запасами. Донорское движение в нашей республике слабо развито, поэтому такие акции являются ощутимым подспорьем для сотрудников станции переливания крови. Возраст доноров на сегодняшний день он омолаживается. То есть это молодежь, она начинает уже понимать, что надо помогать больным. На сегодняшний день, вы, наверное, слышали, в субботу был у нас взрыв бытового газа. Сейчас дети лежат в больнице. Да, вот мы им тоже сейчас помогаем. И поэтому очень много больных. Поэтому хотелось бы призывать весь наш народ не ждать каких-то экстренных, экстремальных ситуаций, а в обычной жизни сдавать кровь и помогать. В Северной Осетии прошли соревнования по джип-спринту. Заезд посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие 7 команд – гонщики из Северной и Южной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Ставропольского края. Их приветствовал глава республиканского МВД Артур Ахмедханов. Он пожелал удачи на трассе. В результате упорной борьбы определились победители в 5 номинациях. Осетинские гонщики взяли золото в категории «Экстрим». В 4 других номинациях первенствовали спортсмены из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Несмотря на экономический кризис в нашей республике, открылся первый дилерский центр Mitsubishi. Представители японской автокорпорации встречали остинскими пирогами. Персонал автосалона на 90% будет состоять из местных жителей. Начальное количество сотрудников – 40 человек. Открытие филиала во Владикавказе – еще один шаг не только к укреплению марки на российском рынке, но и к улучшению экономики нашего региона и всего Кавказа. Очень удобно то, что уже не надо ехать за 200 километров, чтобы обслужить свою машину, купить запчасти. То есть человек уже и время экономит, и деньги экономит, и нервы свои экономит.